В рамках или вне закона, как обычная работа стала поводом для массовых дискуссий. Кто прав, частные ассенизаторы или водоканал, разбирались наши корреспонденты. Вызволение снежного плена. Сегодня силами управления жилищно-коммунального хозяйства «Путь на волю» получили жители улицы Симакова, поселка Аркаим. «Вечерка». Известный ансамбль имени Александра Заволокина побывал в Сибае с гастролями. А теперь об этом и другом более подробно. Здравствуйте! В эфире городского телевидения выпуск новостей в студии Наиля Ахмедшина. Одна из самых горячо обсуждаемых тем нашего города в последние дни – деятельность ассенизаторских бригад. То и дело в социальных сетях появляются видеоролики, где демонстрируется процесс слива нечистот. Причем в роли героев в видео выступают сотрудники водоканала, а в роли операторов – частные ассенизаторы, которые не хотят принимать новые условия для ведения деятельности. На чьей стороне правда, разбирался Ринат Музафаров. Вот Сибайский МУФ водоканал сливаются где хотят. Сибайский автодром. Сливаются где хотят. Так автор любительского видео обозначил деятельность ассенизаторских бригад Сибайского городского водоканала. Если верить закадровым комментариям, на данной точке машина государственной службы осуществляет слив нечистот уже второй, а то и третий раз за день подряд. Этот и еще несколько видеороликов были размещены на суд общественности в одном из популярных интернет-сообществ города. Объяснить подобную активность частных предпринимателей, установивших бдительный контроль за работой официальных ассенизаторов, можно ужесточением требований к утилизации отходов, вынудивших бизнесменов на время оставить прибыльную нишу. Согласно новым правилам, в распоряжении частников отведена официальная точка, слив на которой осуществляется строго по талонам по 19 рублей за кубический метр. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований грозит значительным денежным штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Этим и объясняется возмущение предпринимателей, указывающих на то, что сотрудники водоканала якобы действуют в обход установленных предписаний. Однако, как комментирует ситуацию официальная сторона, слив бытовых отходов бригада водоканала осуществляет не куда хотят, а в систему канализации, обслуживанием которой сами и занимаются. Это канализационные коллектора, которые ведут в общей сборной коллектора. Их у нас 3 коллектора, 700, 500 и 300, да, кажется. И все сливаются на очистные сооружения города Сибая, где происходит дальнейшая обработка и очистка этих вод, и потом мы сбрасываем в русло реки Карагайлы. У нас приказом по предприятию закреплены точки слива сточных вод в пределах города. Почему эти точки нам нужны? Потому что у нас имеется, кроме этого, технологический слив. Когда мы прочищаем засоры в канализации и очень далеко ездить на сливную станцию, поэтому мы в этих точках сливаемся однозначно и будем сливаться. Второе – это сети наши. Мы следим за порядком, мы прочищаем их. А если предоставить эти места частникам, то порядка, скорее всего, не будет. И мы не имеем права, потому что у нас учет, в любом случае мы должны это делать. В отдельном порядке мы попросили прокомментировать законодательные нормы, предусматривающие минимальное расстояние от точки слива до ближайшего жилого строения. Расстояние от сливных, значит, колодцев до жилья нормами санитарными, эпидемиологическими сегодня это не установлено. Есть нормы для сливных станций, но не для точек слива, технических точек слива нечистот. В данном случае временный пункт, который у нас размещен на территории Восточного шоссе, он находится в промзоне, рядом с очистными сооружениями, в принципе далеко, в неподветренной стороне от жилья. Как отмечает руководство водоканала, усиленный контроль за частными ассенизаторами начал осуществляться с лета минувшего года. Именно в тот период и была организована точка слива. С предпринимателями заключили договор, согласно которому частники могли утилизировать отходы безлимитно, оплатив условные 100 кубометров ежемесячно. Тогда, до 1 июня, стоимость слива равнялась 9 рублям за кубометр. Но даже эту сумму многие предприниматели не оплачивали, тем самым нарушая договорные отношения. Руководство предприятия было вынуждено ужесточить контроль. После пришли новые расценки, установленные Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам – 19 рублей за условную единицу. В связи с этим и возникли определенные недопонимания. Но на сегодняшний день, как отметили в водоканале, все вопросы урегулированы и разъяснены. Частные ассенизаторы приходят за талонами и продолжают осуществлять свою деятельность в рамках закона. Если же заявки от жителей поступают на само предприятие, то их обслуживают в течение 1-2 суток. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.
К другим новостям. Несмотря на то, что обильные снегопады уже миновали, в снежном плену остаются и целые населенные пункты, и отдельные улицы. Так, в поселке Аркаим выбраться на волю до сегодняшнего дня было проблематично жителям нескольких домов по улице Симакова. Им на помощь пришла техника УЖКХ. Данил Алибаев подробнее. Перед праздниками в управлении жилищно-коммунального хозяйства города поступили заявки от жителей поселка Аркаим, проживающих по улице Симакова. Обильный снегопад и порывистый ветер сделали свое дело. Несколько домов оказались буквально утопленными в снегу. Огромные сугробы отрезали путь и для машин, и для людей. Во время метели на окраине улицы Симакова в поселке Аркаим намело очень много снега. 3 единицы техники УЖКХ было направлено на расчистку данной территории. На очистку от снега только 2 домов задействовали 2 КАМАЗа и грейдер. Работники УЖКХ трудились более 6 часов. При обычном раскладе такими силами и за такое время расчищается около 10 перекрестков в городе. Если в пределах центральных улиц Сибая на данный момент толщина снега составляет 15-20 сантиметров, то в поселке Аркаим в разы больше. Высота сугробов составляет больше метра. Вы только представьте себе, сколько понадобилось бы времени, чтобы убрать это вручную. Всего было убрано около 250 кубометров снега. Путь к домам вновь стал доступным. Данил Алибаев, Олег Кадыров, Гульгина Рыскидина, телекомпания СТВ. На базе Сибайского института БГУ прошли образовательные курсы для начинающих бизнесменов по программе «Школа предпринимательства молодых ученых». Их организатором выступил Центр поддержки предпринимательства Республики Башкортостан при участии территориального бизнес-центра «Деловой мир Зауралья». Студенты Сибайского института, будущие управленцы и экономисты, уже планируют открыть собственный бизнес. И программа школы предпринимательства молодых ученых, которая реализуется в Сибае не первый год, может значительно помочь в их начинаниях. Участников образовательных курсов в первую очередь интересовало, какую форму собственности предпочесть в самом начале предпринимательской деятельности, как найти надежного партнера по бизнесу, какие виды товаров и услуг нынче востребованы, возможно ли получение микрозаймов на выгодных условиях и многое другое. Ежедневно для студентов проходили встречи с успешными предпринимателями Сибая, а на днях они посетили Центр молодежного инновационного творчества FabLab Сибай. Информация усваивается лучше, когда из уст реального человека, то есть приходили предприниматели, рассказывали, с чего они начинали бизнес, как они развивались, с какими трудностями сталкивались. И когда это слышишь из уст простого реального человека, то уже мечты становятся более ближе, что ли, что все осуществимо. И вот как раз эти курсы и позволили как-то в систему собрать все знания, которые вот бизнес-планирование, как, с чего начинать, какие документы оформлять. И уже более четко представляешь, как оформить, с чего начать свой бизнес. Во главу угла организаторы курсов поставили такие темы, как лидерство и командное образование в бизнесе, секреты успешного старта, эффективное управление командой. По их мнению, эти направления являются ключевыми в достижении успеха начинающими предпринимателями. Трансляция параллельно проходила на территории Зауралья, Республики Башкортостан, где каждый желающий мог через онлайн-трансляцию посмотреть данные курсы. Большой интерес, по словам обучающихся, также вызвал участие самих предпринимателей, действующих как города Сибая, так и башкирского Зауралья. За эти 8 дней на этих курсах были приглашены порядка 15 предпринимателей различных отраслей, такие как рекламные услуги, строительство, производство мебели, продажа цветов, сувенирной продукции, и научная деятельность и многие-многие другие. Образовательные курсы прошли более 30 участников из Сибая и со всего Зауралья. По окончании обучения им положены сертификаты территориального бизнес-центра «Деловой мир Зауралья». Евдокия Титаренко, Айгуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И последнее. Февраль стал для сибайцев звездным месяцем. За последние несколько недель в нашем городе побывали известные артисты, хоккеисты и журналисты. С гастролями побывал и ансамбль имени Александра Заволокина «Вечерка». Творческая группа дала в Сибае 2 концерта, в том числе и благотворительный. О своем творчестве и впечатлениях о городе с нашими корреспондентами поделился художественный руководитель коллектива Антон Заволокин.
Александр Заволокин – это мой отец, он основал наш коллектив, а Александр Заволокин стоял у истоков телепередачи «Играй гармонь». В 1985 году именно из Новосибирска зашагала телепередача «Играй гармонь». И первыми ее ведущими, так скажем, родоначальниками были братья Заволокин, Александр и Геннадий Заволокин, уроженцы Томской области, Парабельского района. И в 1999 году Александр Дмитриевич создал наш коллектив, который называется «Вечерка». И своей задачей мы видим продолжение традиций того звучания, живого звучания, которое было присуще, свойственным братьям Заволокиным. Мы поем песни Александра Заволокина, песни Геннадия Заволокина, старые песни в стиле ретро, советские, добрые песни. Григорий Пономаренко, Виктор Боков. Такой пласт мы затрагиваем. Ну и плюс мы частушки поем залом, выходим, и зал поет с нами. То есть мы как-то вот так, интерактив такой есть. Поэтому репертуар где-то обновляется, что-то, какие-то песни, они нетленные, хиты, как бы они остаются. А что-то, конечно, какие-то новшества стараемся смотреть, пробовать на публике. То есть что-то остается надолго, что-то отсеивается. То есть такая ротация именно естественная, то есть творческая. У нас большая география от Дальнего Востока до Средней России, так скажем, до Москвы. И, конечно, мы очень рады приезду сюда, в Сибай. Мы впервые здесь, в вашем городе. Замечательно, мы уже успели познакомиться, все улочки изучили. Вот. Город компактный, такой весьма очаровательный, и поэтому мы будем всегда рады еще навестить этот город. Такими были новости последнего дня зимы. Самая актуальная информация о жизни города всегда доступна на нашем официальном сайте sibaytv.ru. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго и берегите себя.